На улице снег, зима, а в Башкирском аграрном университете вовсю поспевает земляника. Об уникальной технологии выращивания в зимний период таких культур, как картофель, пшеница, земляника, а также множество декоративных растений, узнаем сегодня в программе. Здравствуйте, с вами Агробизнес, студии Роза Хузина. И смотрите сегодня в выпуске. Один из мировых лидеров по производству мяса крупного рогатого скота намерен открыть в Башкирии школу мясного бизнеса. В Чишмах появится итальянская линия по бутилированию подсолнечного масла. И как развивается животноводство в регионе, смотрите прямо сейчас. Почти 3000 коров приобрели в лизинг хозяйства Башкирии за прошлый год. Это федеральная программа, и наш регион в числе лидеров. Однако есть в республике фермы, которые не желают покупать животных в кредит. Коров здесь разводят методом ЭКО. Подробности далее в сюжете Алины Каматовой. Этим непоседам всего несколько дней от роду. Телята вовсю резвятся, почувствовав запах свежего молока. Кормят животных строго по расписанию. За их здоровьем с первых дней жизни в хозяйстве пристально следят рабочие. Сложно, ответственная работа. Нельзя много кормить, тоже нельзя. Они будут болеть. Мало кормить тоже нельзя. Тоже норму надо. Рита Абдулина работает телятницей больше 10 лет и точно знает, именно от кормления зависит, каким вырастет животное и сколько потом будет давать молока. Кстати, эта ферма необычная. Здесь коров разводят методом искусственного оплодотворения, и быков на ферме нет. Животные здесь очень спокойные и, что удивительно, весьма общительные. Вот даже не боятся. И у каждой коровы есть свое имя. Написано оно вот на бирке, как вы видите, прямо на ухе. Вот, например, Зайка. А этот кто у нас? Марфа. Вот так. Имена дают доярки. Ферма семейная. Хозяйство держат супруги Файзулины и их сын Игорь. Еще 9 лет назад они приобрели помещение некогда разорившегося колхоза, чтобы коровники не простаивали, а деревня продолжала развиваться. Получив вторую жизнь, хозяйство заметно расширилось. Если раньше у него было 1000 гектаров земли, то сейчас 3500, а поголовье увеличили вдвое. Причем покупать коров здесь не собираются. Ну вот, сами уж видите, это у нас вот на выгуле дойное стадо. Также будем как бы стадо своими силами обновлять. Вот видите, он проявляет активность. В хозяйстве более 350 коров черно-пестрой породы. Держат здесь и лошадей. Немного, их 32. Но это пока, говорят фермеры. Вообще планы у аграриев большие. Во-первых, продолжить расширяться. А во-вторых, полностью отремонтировать помещение для животных и построить новый коровник. Все-таки они стараются, занимаются, заготавливают корма, обеспечивают, значит, они в основном обеспечивают скот частного сектора, вот, кормами обеспечивают. Подобных крестьянско-фермерских хозяйств в Шаранском районе более 40. Именно на них и возлагают большие надежды, ведь такие фермы не только развивают животноводство, но и дают новые рабочие места. Благодаря сельхозпредприятию Файзулиных, например, постоянную работу имеет 50 сельчан. Ну а как известно, живет ферма, живет и деревня. Резьба по дереву – работа или образ жизни? О том, как житель Башкирии создает уникальные фигуры животных из дерева в полный рост, смотрите в сюжете Ирины Швец. Когда звук слесарного станка лучше любой музыки. Эльвира Загрединов говорит, это не наждачка по заготовке ходит, а дерево поет. Он работает в цехе весь день и, возвращаясь домой, продолжает трудиться над деревянными изделиями. Все свое свободное время Эльвир проводит в этой мастерской. Мне интересно с ним работать. У него свойства другое. У каждого дерева свои свойства, свои это. Вот обычно. Обучаешься, потихоньку делаешь и сам обучаешься. Его изделия никогда не повторяются, будь то массивные столы или, казалось бы, обычные табуретки. Работает художник по дереву в основном на слесарном станке. Ну а декоративные элементы, например, такие панно, он выпиливает лобзиком. Фигуры животных в натуральную величину словно живые. По задумке Эльвира, здесь под открытым небом расположилась волшебная аллея. А это сказочная избушка, на самом деле скворечник. Удивительно, как хорошо здесь проработаны детали. Например, когти куриных ножек, ставни, такая интересная дверь и даже
маленькая метелка. Иногда вместо деревянных изделий Эльвир работает и с более хрупкими материалами. Для своей деревни художник вырезает из снега главные символы Нового года – Деда Мороза и Снегурочку. Именно они каждый год украшают сельскую школу и детскую площадку. Ну а сейчас вернемся к новостям недели. С 1 июля текущего года все магазины России будут обязаны ставить на разные полки натуральную молочную продукцию и продукцию, в которой используются растительные жиры. Соответствующее постановление на неделе было подписано премьер-министром Российской Федерации Дмитрием Медведевым. На неделе во время проведения очередного инвестчаса Радием Хабировым был одобрен проект фасовки растительных масел в Чишмах. В рамках проекта инвестор планирует построить современный цех фасовки растительных масел производительностью до 600 тонн масла в сутки. В ближайшие 3 года предприятие планирует осуществить инвестиции на общую сумму свыше 2 миллиардов рублей с перспективой создания 86 новых рабочих мест. Кроме того, это даст позитивный толчок для развития инфраструктуры растениеводства в регионе, отмечалось на заседании. На днях в Минсельхозе Республики прошла стратегическая сессия для заместителей глав администрации муниципальных районов, курирующих сельскохозяйственное направление. О задачах, стоящих перед аграриями, сегодня нам рассказал исполняющий обязанности заместителя премьер-министра правительства Республики Башкортостан, министра сельского хозяйства Ильшат Вазрахманов. Перед нами приоритеты стоят не наращивать объемы производства сельхозпродукции, а подходить, более эффективно к производству этой продукции. Там, соответственно, уже количество произведенного объема – это уже по итогам, когда эффективно идет производство, то есть эффективный гектар, эффективный литр. Поэтому нам необходимо смотреть новые технологии, мы набираемся новые компетенции, поэтому 4 дня мы работаем в стенах Минсельхоза с замглавой администрации по сельскому хозяйству. У нас достаточно интересные спикеры, интересные будут обсуждения, так что умное сельское хозяйство уже сегодня есть. Если взять сев, то опоздание на одном поле буквально на 1 день может привести к убыткам в 500 000 сразу. Если брать там процессы опрыскивания, внесения химии, то там существуют температуры, концентрация, скорость, нормы внесения. Все эти параметры можно легко нарушить. И вот цифровые технологии, они позволяют вовремя вмешаться, чтобы предотвратить эти нарушения и убрать эти убытки, по сути, которые могут возникнуть. То есть помогают принять правильное решение вовремя. Собственно, все очень просто на самом деле. И возникает рост доходов, то есть 20% рост рентабельности. Это наша практика. Происходит это за счет чего? За счет повышения производительности, за счет снижения вот этих потерь, за счет снижения затрат материальных, за счет более четкого учета. То есть вот такие вот результаты практически достижимые. Многие наши клиенты, они, собственно, добиваются именно вот таких результатов чисто с точки зрения доходов и экономики. Кроме того, Ильшат Вазрахманов озвучил и планы, которые стоят перед агрокомплексом Башкортостана на год текущий. Традиционно мы остаемся в тех же объемах производства традиционных культур, наращиваем наши нетрадиционные, которые мы называем высокомаржинальной культуры, наращиваем объемы индустриального молочного скотоводства и запускаем программу мясного скотоводства уже с фермерами и населением. Один из мировых лидеров по производству мяса крупного рогатого скота, Минсельхоз Башкирии и Башкирский государственный аграрный университет договорились об открытии в республике школы мясного бизнеса. Проект направлен на обучение предпринимателей и всех желающих начать этот бизнес. Башкирским фермерам необходимы знания и компетенции, чтобы работать эффективно и прибыльно в области мясного скотоводства. Специалисты известной итальянской мясной компании и ученые университета Болоньи – признанные эксперты в этой области, и их участие в школе мясного бизнеса, безусловно, выведет ее на более высокий уровень. Исполняющий обязанности вице-премьера министра сельского хозяйства Республики Ильшат Вазрахманов отметил, что в работе школы важны не только теоретические знания. Главное – получить готового специалиста, способного на хорошем уровне работать с мясным скотом, в том числе и для того, чтобы потом прибыльно сдавать его для дальнейшего откорма в фидлоты итальянской компании на территории республики. Причем после выпуска фермер не будет предоставлен сам себе. В работе школы, скорее всего, будет практиковаться сопровождение выпускника в процессе его работы, чтобы он в любой момент мог получить консультацию. Важность такого подхода подчеркивают и итальянские специалисты.
В настоящее время биотехнология приобретает все более важную роль в повышении качества сельскохозяйственной продукции. Выводятся новые сорта растений, устойчивых к неблагоприятным факторам. К примеру, в лаборатории селекции и генетического анализа Аграрного университета научились омолаживать сорта земляники садовой. Это тоже своеобразный метод ЭКО в растениеводстве, говорят сотрудники лаборатории. Растения мы получаем безвирусными. Очищаем от вирусов, специально есть методика. И вот как раз из меристемных, из самой верхней точки роста растений, вот эта меристемная зона называется, оттуда вычленяется кусочек ткани, и из этого куска мы потом восстанавливаем нормальные растения. И потом тестируем. У нас есть специальная лаборатория для тестирования вот этих содержания вирусов этих растений. И в дальнейшем уже размножаем. Вот как раз в той лаборатории у нас эти растения находятся, которые получены вот таким способом. Ну и на этом сегодня все. С вами была программа «Агробизнес» в студии Роза Хузина. До новых встреч в эфире телеканала «Россия-24». До свидания.